Внеплановые проверки застали врасплох коммунальные компании столицы. Руководство Стройжилнадзора Якутии выехало на адреса, по которым поступают жалобы от собственников на бездействие этих коммунальных компаний. Репортаж Дмитрия Тымырова. Дом по адресу Курашова, 43 оказался самым проблемным. Отношения жильцов с управляющей компанией натянутые. Жители дома перестали надеяться на помощь коммунальных служб. Вот довели до последнего случая, что я обратилась в ГИС ЖКХ и написала свое заявление. А ведь до этого же предшествовало год. Мы звонили, разговаривали. Просто иногда нужно отвечать. Это же сигналы. Это же нужно на них просто отвечать и не говорить так, что некогда. А за год проблем накопилось немало. Битые плафоны подъездных ламп, опасные электрощиты, из которых торчат провода, мусор и, главное, новые соседи – голуби. Птицы облюбовали техэтаж здания. 70-й квартиры разводят. Да? Да вы что? Департамент ветеринарии ничего делать не может. Ну как так? Так как нормативной базы нет. А у меня постоянно аллергия, невозможно. Они же, все это же летит туда, через вот эти дырочки. Еще одна проблема – неприятный запах на втором этаже. Там из одной квартиры, вроде пустующей, нестерпимо пахнет то ли экскрементами животных, то ли еще чем-то резким. Соседи не могут определить, что творится за дверью. Вот там говорят то, что собак держат. Я не знаю, держит, но я с ней не... Ну тут запах же стоит. Стоит, да. А вы видели, да, как пропускают собак и так далее? Нет, Туда-сюда, не было. Нет. Она вообще, ее не видно никогда. А запах тогда из-за чего тут? Ну, наверное, из-за того, что там что-то творится. Ну, вы не жаловались? Я не жаловалась. Вот жаловалась те соседи верхние, потому что туда все идет к ним. Как решить проблемы соседей, должны думать в управляющей компании. Но ее представитель наотрез отказался давать комментарий на камеру. То есть тогда мы будем освещать только сторону жителей. Получается, тогда управляющая компания... Не знаю, это ваше дело. Вы же работаете. По итогам внепланового рейда управление Госстройжилнадзора пообещало выписать предписание на устранение выявленных нарушений и замечаний в срок до 20 дней. В противном случае будут предприняты штрафные санкции. В данном случае мы видим, что есть нарушения, факты подтверждены, зафиксированы, и, естественно, есть нарушение лицензионных требований, штрафные санкции протокол будет составлен. Как отметили управление Госстройжилнадзора Республики, подобные внеплановые рейды проводятся почти каждую неделю. Только за год от собственников многоквартирных домов в отношении своих управляющих компаний поступает порядка 4000 обращений. Все они подлежат обязательной проверке. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск.